В архивах Комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в секторе рассекреченных документов периода Большого террора хранится дело номер 8423, косая черта 37, и когда историк Азамат Тыныбеков впервые открыл эту папку с выцветшими картонными корками в 2017 году, он обнаружил, что из 342 страниц следственного материала не хватает 3 листов именно тех, на которых должны были находиться показания главного свидетеля обвинения по делу Торекула Айтматова, отца великого писателя. Эти страницы не были вырваны, на их месте остались аккуратные прорези, сделанные острым инструментом, возможно, бритвой, что говорило о профессиональной работе того, кто хотел навсегда скрыть имя доносчика, и только благодаря тому, что в деле сохранилась копия обвинительного заключения, где цитировались фрагменты изъятого документа, удалось восстановить содержание утраченных страниц. Но самое поразительное открытие ждало Тыныбекова. Когда он обратил внимание на регистрационный штамп, на обороте обвинительного заключения там стояла дата 15 июня 1937 года и подпись принявшего документ сотрудника, а рядом, едва различимая из-за выцветших чернил, виднелась пометка карандашом на полях, сделанная рукой следователя. Источник проверенный, из ближайшего окружения, материал достаточен для ареста без дополнительной разработки. Кто был этот человек из ближайшего окружения Торекула Айтматова, чьи показания оказались настолько убедительными, что следствию даже не потребовалось искать дополнительные доказательства? Почему кто-то через много лет после окончания дела счел необходимым изъять именно эти 3 страницы, оставив все остальные материалы нетронутыми? И самое главное, что именно содержалось в этом доносе, если даже спустя десятилетия после смерти всех участников событий кто-то боялся, что правда выйдет наружу? История, которая привела к трагическому финалу Торекула Айтматова в 1937 году, началась гораздо раньше, в 1924, когда молодой выпускник Московского института народного хозяйства вернулся в родную Киргизию с дипломом экономиста и горящим желанием служить своему народу, строить новую жизнь, создавать систему образования на родном языке, и именно тогда, на одном из первых заседаний Комитета по ликвидации безграмотности в Пишпеке, он познакомился с человеком, который станет его ближайшим другом, соратником, почти братом-человеком, с которым он будет делить все радости и трудности следующих 13 лет. Не подозревая, что именно этот человек, в конце концов, напишет донос, который станет смертным приговором. Назовем этого человека Касымом, так его звали в документах, так его помнили современники, и так его имя до сих пор значится на одной из улиц в центре Бишкека, где живут люди, которые каждый день проходят мимо таблички с его именем, не зная, какую цену заплатил за свое благополучие человек, чья память увековечена в названии их улицы. Касым был на 3 года старше Торекула, происходил из семьи мелких торговцев из Оша, сумел получить образование в Ташкентском педагогическом институте и вернулся в Киргизию с теми же идеями о необходимости просвещения народа, развития национальной культуры, создания новой кыргызской интеллигенции, которая будет служить мостом между традиционным кочевым укладом и требованиями современности. Они встретились на том заседании, где обсуждался вопрос о создании первых школ с преподаванием на кыргызском языке. И Торекул, выступая с докладом, говорил о том, что образование на родном языке — это не просто техническая задача, а вопрос сохранения национальной идентичности, что нельзя строить новое общество, разрушая культурные корни народа, что кыргызские дети должны учиться читать и писать сначала на языке своих отцов и дедов, а уже потом осваивать русский язык как язык межнационального общения. Касым слушал этот доклад, сидя в заднем ряду небольшого зала, где проходило заседание. И когда Торекул закончил говорить, именно Касым первым встал и начал аплодировать, а потом попросил слова и произнес страстную речь в поддержку предложений Торекула, добавив свои аргументы о том, что без национальной школы невозможно воспитать настоящих патриотов, что язык — это не просто средство коммуникации, а носитель культурного кода, и что задача их поколения — сохранить этот код для будущих поколений кыргызов.
После того заседания они проговорили до рассвета, сидя в маленькой чайхане на окраине Пишпека, где хозяин, узнав, что перед ним два молодых интеллигента, которые обсуждают судьбу кыргызского народа, не только не выгнал их, но и угостил их чаем и пирожками, когда пришло время закрываться, но и сам присоединился к разговору, рассказывая о том, как его дед был монашчи и знал наизусть десятки тысяч строк великого эпоса, но умер, не успев передать это знание внукам, потому что в новое время никто не хотел учиться старому искусству. Все стремились в города, на заводы, в учреждения, и теперь целые пласты народной культуры исчезают, не оставляя следа. Тарикул и Касым слушали старика, и оба понимали, что перед ними стоит огромная задача: нужно успеть зафиксировать, записать, сохранить то, что еще можно сохранить, и одновременно создать новую систему образования, которая будет передавать это культурное наследие следующим поколениям уже в новых формах, адаптированных к требованиям современности. С того вечера они стали неразлучны, вместе ездили по аилам, собирая фольклорный материал, записывая рассказы старых людей, которые помнили еще дореволюционную жизнь, вместе писали учебники для начальных классов кыргызских школ, вместе спорили с чиновниками из Москвы, которые считали, что развитие национальных языков — это пережиток буржуазного национализма и что нужно как можно быстрее переводить все обучения на русский язык. Они дополняли друг друга. Торекул был более системным мыслителем, умел выстраивать логические аргументы, находить компромиссы с бюрократией, а Касым был более эмоциональным, страстным оратором, который мог зажечь аудиторию своими речами, убедить сомневающихся, вдохновить уставших. Их дружба крепла с каждым годом, и к началу 30-х годов они были настолько близки, что Торекул доверял Касыму больше, чем кому-либо другому, делился с ним не только рабочими планами, но и личными переживаниями, сомнениями, страхами, которые начали появляться, когда политическая атмосфера в стране стала меняться, когда начались первые аресты среди национальной интеллигенции, когда стало понятно, что линия партии смещается в сторону унификации и централизации, а любые разговоры о национальной специфике начинают рассматриваться как проявление буржуазного национализма. Тарекул к середине 30-х годов занимал должность заместителя наркома земледелия Киргизской ССР. Получал зарплату в 350 рублей в месяц сумму, которая позволяла его семье жить в относительном достатке по меркам того времени, когда средний рабочий получал около 70 рублей, а колхозник часто вообще не видел живых денег, получая оплату трудоднями, которые в неурожайные годы оставались просто записью в учетной книге. На эту зарплату Торекул мог снимать приличный дом в центре Пишпека, покупать книги для своей растущей библиотеки, одевать 4 детей в приличную одежду, иногда даже позволить себе роскошь купить патефон с пластинками, что в те годы считалось признаком принадлежности к элите. Но он никогда не кичился своим положением. Его дом был открыт для друзей и коллег. Он помогал землякам устроиться на работу, добивался выделения средств на строительство школ в отдаленных районах, где дети кочевников до сих пор не имели доступа к образованию, и когда к нему приходили просители из аилов, он никогда не отказывал в помощи, даже если это означало потратить собственные деньги или использовать свое служебное положение, рискуя навлечь на себя обвинения в протекционизме. Касым был самым частым гостем в доме Торекула. Он приходил так часто, что дети Торекула называли его Агай Касым и радовались его визитам, потому что он всегда приносил сладости или интересные книги, умел рассказывать захватывающие истории из кыргызского эпоса, играл с детьми в национальные игры, которые сам помнил из своего детства. Нагима, жена Торекула, иногда шутила, что Касым проводит у них больше времени, чем в собственном доме, где он жил один, так и не женившись, объясняя это тем, что его работа требует полной отдачи, и у него нет времени на семейную жизнь, и Торекул смеялся в ответ, цитируя кыргызскую пословицу о том, что настоящий друг — это второй член семьи, и что по законам гостеприимства нужно делиться с другом последним куском хлеба и последней чашкой кумыса. Но то, чего не знал Торекул, и чего не могла знать его жена Нагима, и чего не подозревали дети, радостно встречавшие Агая Касыма,
это то, что их частый гость уже несколько лет вел двойную жизнь, что каждый визит в дом Торекула был не просто дружеским общением, а выполнением задания, полученного от органов государственной безопасности еще в 1933 году, когда Касыма вызвали в местное отделение ОГПУ и провели с ним долгую беседу о том, что партия и государство нуждаются в бдительных людях, которые помогут выявлять врагов народа, скрывающихся под маской лояльных советских работников. Касыму тогда было 34 года. Он занимал должность заведующего отделом народного образования, и когда следователь ОГПУ положил перед ним папку с материалами на него самого перепиской с родственниками, которые в 20-е годы эмигрировали в Китай, спасаясь от коллективизации, записями его выступлений на закрытых совещаниях, где он критиковал темпы индустриализации и методы проведения коллективизации в кыргызских аилах, показаниями двух свидетелей, которые утверждали, что слышали от него антисоветские высказывания, Касым понял, что у него есть только два выбора — либо согласиться на сотрудничество, либо самому оказаться в числе арестованных. Следователь говорил мягко, почти дружелюбно, объясняя, что от Касыма не требуется ничего особенного, просто информировать органы о настроениях в среде национальной интеллигенции, о том, кто и что говорит на частных встречах, кто выражает сомнения в правильности политики партии, кто может представлять угрозу для советской власти. Касым подписал обязательство о сотрудничестве, получил псевдоним «Дастук», что по-кыргызски означает «дружба», и с того дня начал регулярно встречаться со своим куратором, передавая информацию о разговорах, которые велись в доме Торекула Айтматова, где собирался цвет кыргызской интеллигенции и где люди, считая себя в безопасности среди друзей, говорили то, что никогда не сказали бы публично. Весной 1937 года, когда волна большого террора докатилась до Киргизии и начались массовые аресты партийных и советских работников, обвиняемых в участии в буржуазно-националистических и троцкистских организациях, Касым получил от своего куратора конкретное задание подготовить подробный материал на Торекула Айтматова, который, по мнению органов безопасности, мог быть одним из лидеров подпольной националистической организации. Касым знал, что это задание фактически означает смертный приговор для его друга, знал, что в атмосфере 1937 года любое обвинение в национализме автоматически влекло за собой арест и, скорее всего, высшую меру наказания. Но у него уже не было выбора, он слишком глубоко увяз в сотрудничестве с НКВД. Слишком много информации передал за прошедшие 4 года, и отказ выполнить это задание означал бы, что под подозрение попадет он сам. В течение мая 1937 года. Касым методично собирал материал, записывал по памяти разговоры, которые велись в доме Торекула за последние годы, вспоминал все критические высказывания в адрес политики коллективизации, все сомнения в правильности курса на форсированную индустриализацию, все разговоры о необходимости учитывать национальную специфику кыргызского народа при проведении социалистических преобразований. Он интерпретировал эти разговоры в нужном ключе то, что было искренней заботой о судьбе народа, превращалось в его записях в антисоветскую агитацию. Критика конкретных перегибов в проведении коллективизации становилась призывами к свержению советской власти. Разговоры о сохранении национальной культуры трансформировались в пропаганду буржуазного национализма и сепаратизма. 15 июня 1937 года Касым передал своему куратору документ на 3 машинописных страницах, в котором обвинял Торекула Айтматова в том, что тот систематически проводил подрывную работу среди кыргызской интеллигенции, поддерживал связь с басмаческими элементами, планировал создание буржуазно-националистической организации с целью отделения Киргизии от СССР и вел антисоветскую агитацию, направленную на подрыв колхозного строя и дискредитацию политики партии. Каждое обвинение в доносе Касыма было сформулировано с предельной конкретностью, он указывал даты разговоров, называл имена людей, которые присутствовали при этих разговорах, цитировал фразы, которые якобы произносил Торекул, и хотя многие из этих цитат были вырваны из контекста или искажены до неузнаваемости,
они создавали впечатление системной антисоветской деятельности, которая велась на протяжении многих лет. Касым написал, что Тарекул в узком кругу доверенных лиц неоднократно высказывал сомнения в правильности политики коллективизации, утверждая, что насильственное изъятие скота у кочевников приведет к гибели кыргызского народа, что он критиковал темпы индустриализации, называя их необоснованно завышенными и не учитывающими реальные возможности республики, что он выступал против перевода кыргызской письменности с арабского алфавита на латиницу, а затем на кириллицу, считая это попыткой уничтожения национальной культуры, что он поддерживал связь с родственниками, эмигрировавшими в Китай после установления советской власти, и получал от них письма антисоветского содержания. Все эти обвинения были построены на реальных фактах. Тарекул действительно критиковал перегибы в проведении коллективизации, действительно считал, что темпы индустриализации слишком высоки, действительно сожалел о смене алфавита, которая разрывала связь с культурным наследием, действительно переписывался с родственниками в Китае. Но все эти факты в интерпретации Касыма приобретали зловещий смысл, превращались из проявлений честной гражданской позиции в доказательство антисоветской деятельности. В конце документа Касым написал фразу, которая особенно цинично звучит, если знать, что автор этих слов был ближайшим другом человека, которого он обвинял. Считаю своим партийным долгом сообщить вышеизложенное, так как интересы партии и государства выше личных отношений и молчание о преступной деятельности Айтматова было бы предательством дела революции. 23 июня 1937 года, через 8 дней после того, как донос Касыма лег на стол следователя НКВД, Тарекул Айтматов был арестован, его забрали поздно вечером, когда он сидел во дворе своего дома под старой яблоней, которую посадил сам, когда только переехал в этот дом, и разговаривал с женой о планах на лето, о том, что нужно отвезти детей на Иссык-Куль, чтобы они подышали горным воздухом и окрепли перед новым учебным годом. Приехали 3 сотрудников НКВД в штатском, были вежливы, почти извиняющимся тоном попросили Тарекула проехать с ними для выяснения некоторых вопросов, заверили, что это формальность, что завтра он вернется домой, и Тарекул, который за последние месяцы видел, как арестовывают его коллег и друзей, понимал, что эти заверения ничего не значат, но виду не подал, спокойно оделся, взял документы, на прощание крепко обнял жену и детей так крепко, словно хотел запомнить это ощущение навсегда, и уехал в черной машине, которая увезла его в здание НКВД на улице Дзержинского, откуда он уже никогда не вернется. Нагима стояла у ворот, пока машина не скрылась за поворотом, и только тогда позволила себе заплакать, потому что женское сердце всегда знает правду раньше, чем разум готов ее принять, и она знала, что больше никогда не увидит мужа живым, хотя еще долго будет надеяться, что это не так, что произошла ошибка, что справедливость восторжествует, и Тарекул вернется домой. Следствие по делу Тарекула Айтматова длилось 23 дня срок, который в те годы считался даже долгим, потому что большинство дел врагов народа рассматривались за неделю или даже быстрее. Но в случае Тарекула следователи были особенно тщательны, потому что он занимал высокую должность, и дело должно было выглядеть безупречным с юридической точки зрения. Его допрашивали каждый день, иногда по несколько раз в сутки, требуя признания в преступлениях, которых он не совершал, показывая ему донос Касыма и требуя подтвердить изложенные там факты, но Тарекул категорически отрицал все обвинения, говорил, что его слова были вырваны из контекста и искажены, что он никогда не занимался антисоветской деятельностью, что вся его жизнь была посвящена служению народу и строительству социализма. Следователи применяли психологическое давление, лишали сна, держали в холодной камере, угрожали арестом жены и детей, показывали сфабрикованные показания других арестованных, которые якобы подтверждали его вину, и постепенно, измученный физически и морально, Тарекул начал путаться в показаниях, соглашаться с некоторыми формулировками, лишь бы прекратить бесконечные допросы. 16 июля 1937 года он подписал признание, в котором подтвердил факт участия в антисоветской организации,
Но даже в этом вынужденном признании он не назвал ни одного имени, не оговорил ни одного человека, не предал ни одного друга, хотя следователи требовали от него списка сообщников и обещали смягчение приговора в обмен на сотрудничество. Он молчал, принимая на себя всю тяжесть обвинений, надеясь, что его молчание спасет тех, кого он любил, не зная, что один из тех, кого он считал самым близким другом, уже давно перестал нуждаться в спасении, потому что сам стал частью карательной машины. В тот же день, 16 июля 1937 года, тройка НКВД Киргизской ССР рассмотрела дело Торекула Айтматова и вынесла приговор «Высшая мера наказания». И приговор был приведен в исполнение немедленно, без права обжалования, без последнего свидания с семьей, без возможности написать прощальное письмо. Торекулу Айтматову было 39 лет, его младшему сыну Чингизу, который через 20 лет напишет «Повесть Джамиля» и станет одним из самых известных писателей Советского Союза, было всего 9 лет. Нагима узнала о трагическом финале мужа только через полгода, когда ей пришла справка о том, что Торекул Айтматов осужден на 10 лет без права переписки «Стандартная формулировка», которой в те годы скрывали факт применения высшей меры наказания. И хотя Нагима сразу поняла, что эта формулировка означает «смерть», она продолжала надеяться вопреки всему, потому что сердце матери, оставшейся одной с 4 детьми, не могло принять окончательность потери. Она продала дом, переехала в маленькую комнату на окраине города, устроилась работать прачкой в больнице, чтобы прокормить детей, и каждый вечер, укладывая их спать, рассказывала о том, какой замечательный человек был их отец, как он любил свой народ, как мечтал о светлом будущем для Киргизии, как верил в справедливость и честность. Она не говорила детям о предательстве, не называла имя Касыма, потому что не хотела, чтобы они росли с ненавистью в сердце. Но сама она запомнила это имя навсегда и простить не смогла до конца своих дней. А Касым после 1937 года продолжал жить и работать, его карьера пошла в гору, он получил повышение, стал занимать ответственные посты в партийных органах, его фотографии появлялись в республиканских газетах, его имя произносили с уважением на партийных собраниях. Во время Великой Отечественной войны он работал в тылу, занимался организацией размещения эвакуированных предприятий и людей, получил несколько наград за доблестный труд в военное время. После войны продолжал подниматься по карьерной лестнице, дослужился до должности заместителя председателя Совета министров Киргизской ССР, вышел на пенсию в звании заслуженного работника народного хозяйства Киргизской ССР. Он умер в 1973 году, в возрасте 76 лет, в собственной постели, окруженный детьми и внуками, которые искренне любили его и считали образцом честности и порядочности, не зная, какой ценой была куплена его благополучная жизнь. На его похоронах собралась вся партийная элита республики, говорили прочувствованные речи о его заслугах перед народом, о его неоценимом вкладе в развитие Киргизии, о том, что он был примером беззаветного служения делу партии. Через несколько лет после его смерти, в 1978 году, одну из новых улиц в центре Бишкека назвали его именем небольшую, всего около километра длиной, но в приличном районе, где строились дома для партийной номенклатуры и интеллигенции. Табличка с его именем висит там до сих пор, и люди, проходящие мимо каждый день, не знают, что этот человек, чье имя увековечено на карте города, купил свое благополучие ценой жизни друга, что его успешная карьера началась с доноса, что его награды и звания — это цена, которую государство заплатило ему за предательство самого священного в кыргызской культуре законов дружбы и гостеприимства. Правда о доносе Касыма оставалась скрытой более 70 лет. И только в 2017 году, когда историк Азамат Тыныбеков работал в архивах Комитета национальной безопасности Кыргызской республики, изучая документы периода политических репрессий, он наткнулся на дело Торекула Айтматова и обнаружил, что из него изъяты 3 ключевые страницы, именно те, на которых должны были находиться показания главного свидетеля обвинения.
Тыныбеков, который сам был потомком репрессированных и посвятил свою жизнь изучению истории большого террора в Киргизии, понял, что это не случайность, кто-то намеренно изъял эти страницы, чтобы скрыть имя доносчика. И это означало, что доносчик был человеком известным, чье имя могло вызвать скандал, если бы правда стала известна. Тыныбеков начал искать другие документы, связанные с этим делом, и в конце концов нашел в архиве копию обвинительного заключения, где цитировались фрагменты изъятого доноса, а в конце стояла подпись «размашистая» с характерным росчерком, которую Тыныбеков узнал сразу, потому что видел ее на многих документах того периода. Это была подпись Касыма. Тыныбеков сделал копию документа, получил официальное разрешение на публикацию и опубликовал статью в историческом журнале «Кыргызстан Тарыхы», где подробно изложил всю историю доноса и предательства. Статья вызвала шок в обществе, особенно среди старшего поколения, которое помнило Касыма как уважаемого человека, и среди потомков его семьи, которые отказывались верить в то, что их дед и прадед мог совершить такое. Начались споры, дискуссии, попытки опровергнуть подлинность документа, но экспертиза, проведенная независимыми специалистами из России и Казахстана, подтвердила донос настоящий, подпись принадлежит Касыму, и никаких оснований сомневаться в этом нет. Встал вопрос, что делать с улицей, носящей имя Касыма. Переименовывать или оставить как есть, как напоминание о том, что история сложна и неоднозначна, что даже уважаемые люди могли совершать ужасные поступки, что нельзя судить о человеке только по его официальным заслугам, не зная всей правды о его жизни. Для семьи Айтматовых эта находка стала одновременно и облегчением, и новой болью облегчением, потому что наконец-то стало известно, кто именно предал Тарыкула, исчезла неопределенность, которая мучила Нагиму всю жизнь, новой болью, потому что имя предателя оказалось именем человека, которого они знали, которого видели в своем доме, который играл с детьми и делал вид, что является частью семьи. Чингиз Айтматов к тому времени уже ушел из жизни. Он умер в 2008 году, так и не узнав имени человека, который отправил его отца на трагический финал. Но его дети и внуки узнали, и для них это знание стало тяжелым грузом, понимание того, что предательство не имеет срока давности, что память о нем передается из поколения в поколение, что нельзя просто забыть и простить, когда речь идет о жизни человека, о разрушенной семье, о детях, выросших без отца. Они подали официальное обращение в мэрию Бишкека с просьбой переименовать улицу, носящую имя Касыма, но получили отказ. Чиновники сослались на то, что переименование улиц требует сложной процедуры, что нужно учитывать мнение жителей этой улицы, многие из которых не хотят менять адреса в документах, что нельзя переписывать историю, стирая из нее неудобные факты, что Касым, несмотря на свой поступок в 1937 году, действительно внес вклад в развитие республики в послевоенные годы. Но разве можно измерить вклад в развитие республики и цену человеческой жизни? Разве можно поставить на одну чашу весов строительство заводов и школ, а на другую предательство друга, который доверял тебе как брату? Разве можно простить человека, который нарушил самый священный закон кыргызской культуры, закон гостеприимства и дружбы ради собственной карьеры и безопасности? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа, и улица имени Касыма до сих пор существует на карте Бишкека. И люди до сих пор проходят мимо таблички с его именем, не зная всей правды о человеке, чья память увековечена в названии их улицы. Для кыргызского народа, для которого понятие «уят-стыд» является одним из самых сильных моральных регуляторов, эта история особенно болезненна, потому что она показывает, как легко можно предать самые священные ценности, как легко можно нарушить законы чести и достоинства, если на кону стоит собственное благополучие. И самое страшное в этой истории не то, что Касым написал донос в атмосфере 1937 года, многие люди были вынуждены делать ужасные вещи, чтобы выжить, а то, что он продолжал жить спокойно после этого, продолжал строить карьеру, продолжал пользоваться уважением общества, не испытывая, судя по всему, никаких угрызений совести, никакого раскаяния за то, что отправил
на трагический финал человека, который считал его своим лучшим другом. Что заставило Касыма пойти на это предательство? Был ли он идейным сторонником репрессий, искренне верившим, что уничтожение врагов народа необходимо для построения светлого будущего, или он просто трус, который спасал собственную жизнь, зная, что если не донесет он, то донесут на него? Или, может быть, он был завистником, который не мог простить Торекулу его успехов, его уважения в обществе, его счастливой семьи и воспользовался ситуацией, чтобы убрать конкурента? Документы не дают ответа на эти вопросы в архивах. Нет личного дневника Касыма, нет писем, в которых он объяснял бы свои мотивы, нет свидетельств людей, которым он мог бы открыться. Есть только сухой текст доноса, в котором нет ни капли сомнения, ни тени раскаяния, только холодная уверенность человека, который знает, что делает правильное дело, или человека, который настолько хорошо научился врать самому себе, что поверил в собственную ложь. И есть улица в центре Бишкека, которая носит его имя, напоминая нам о том, что история не всегда справедлива, что иногда предатели получают награды, а их жертвы остаются забытыми, и что только время и упорная работа историков могут восстановить правду и вернуть память о тех, кто был несправедливо осужден и уничтожен. Представьте себе женщину, которая каждое утро просыпается в 5 часов, чтобы успеть постирать белье для 3 семей, прежде чем отправиться на свою основную работу прачкой в больнице, женщину, чьи руки покрыты трещинами от постоянного контакта с холодной водой и йодким мылом, женщину, которая экономит каждую копейку, чтобы купить детям хлеб и молоко, и при этом находит силы каждый вечер рассказывать этим детям истории об их отце, стараясь сохранить в их памяти образ человека, которого они почти не помнят. Это Нагима Айтматова, вдова Торекула, и в 1938 году, через год после трагического финала мужа, она зарабатывает 45 рублей в месяц сумму, на которую в те годы можно было купить 30 килограммов хлеба или 15 литров молока, но никак не прокормить 4 детей, одеть их, оплатить комнату, в которой они ютятся, в Петером. Для сравнения, Касым в это же время получает зарплату в 420 рублей, как заведующий отделом киргизского обкома партии, живет в 3-комнатной квартире в центре Пишпека, имеет служебную машину и доступ к закрытому распределителю, где можно купить продукты, недоступные простым людям. Но самое страшное для Нагимы — не бедность. Кыргызские женщины умеют выживать в любых условиях, умеют растить детей на одной лепешке, и чая самое страшное — это взгляды соседей, шепот за спиной, страх в глазах бывших друзей, которые теперь переходят на другую сторону улицы, чтобы не здороваться с женой врага народа. Ее старший сын Чингис, которому только исполнилось 10 лет, приходит из школы с разбитым носом, потому что одноклассники дразнят его сыном предателя, и Нагима прижимает его к себе, вытирает кровь, шепчет, что отец был героем, что он ничего плохого не сделал, что когда-нибудь все узнают правду, но сама не верит в эти слова, потому что в 1938 году правда не имеет значения, имеет значение только то, что написано в приговоре. Каждую ночь, когда дети засыпают, Нагима достает из тайника под половицей единственную фотографию Торекула, которую ей удалось спрятать во время обыска, смотрит на это лицо, пытается вспомнить голос, запах, прикосновение и задает себе один и тот же вопрос, кто предал ее мужа, кто из тех людей, которые сидели за их столом, ели их хлеб, играли с их детьми, оказался тем, кто написал донос. Нагима не знала имени предателя, но она помнила всех, кто бывал в их доме в последние месяцы перед арестом Торекула. Помнила каждое лицо, каждый разговор, каждый взгляд и пыталась найти в своей памяти какой-то знак, какую-то деталь, которая указала бы на того, кто их предал. Касым был в числе подозреваемых как мог не быть, если он был самым близким другом Торекула, если он знал все их секреты, если он был свидетелем всех разговоров, которые велись в их доме, но Нагима не могла поверить, что именно он мог совершить такое предательство, потому что помнила, как он играл с детьми, как смеялся над шутками Торекула, как однажды, когда младший сын заболел воспалением легких
и нужны были дорогие лекарства, которые они не могли купить, Касым принес эти лекарства и отказался брать деньги, сказав, что друзья не считаются в трудную минуту. Неужели человек, способный на такой поступок, мог написать донос, который отправил его друга на трагический финал? Нагима не хотела верить в это, но сомнение уже поселилось в ее душе, и когда через несколько месяцев после ареста Торекула Касым пришел к ней домой, принес продукты и деньги, сказал, что хочет помочь, что не может оставить семью друга в беде, Нагима приняла эту помощь, потому что дети были голодны, потому что не было другого выхода, но смотрела на него с таким выражением, что Касым почувствовал этот взгляд как удар. Быстро ушел и больше никогда не приходил. Что он чувствовал в тот момент? Стыд? Раскаяние? Или облегчение от того, что больше не придется притворяться, играть роль заботливого друга перед женщиной, чьего мужа он отправил на трагический финал? Мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос, потому что Касым не оставил никаких свидетельств о своих чувствах, но факт остается фактом: после того визита он исчез из жизни семьи Айтматовых навсегда, словно их никогда не существовало. Словно 13 лет дружбы с Торекулом были просто эпизодом, который можно вычеркнуть из памяти. А жизнь Нагимы превратилась в бесконечную борьбу за выживание, в череду унижений и лишений, которые она переносила молча, не жалуясь, не прося помощи, потому что кыргызская женщина умеет терпеть, умеет нести свой крест, не показывая слабости. Она работала по 14 часов в сутки, утром стирала белье для частных заказчиков, днем работала в больнице, вечером шила и чинила одежду для соседей, и все эти деньги, каждая копейка, шли на то, чтобы прокормить детей, чтобы они могли учиться, чтобы они не чувствовали себя изгоями, чтобы у них было будущее. Старший сын Чингиз видел, как мать надрывается, как стареет на глазах, как седеют ее волосы, как гаснет свет в глазах, и давал себе клятву, когда вырастет. Он восстановит честь отца, он докажет всем, что Торекул Айтматов не был врагом народа, он напишет книги, которые прославят имя отца на весь мир. Эта клятва десятилетнего мальчика, данная самому себе в холодной комнате на окраине Пишпека, определила всю его дальнейшую жизнь, все его творчество, все его стремления к правде и справедливости, которая пронизывает каждую строку его произведений. Но в 1938 году до этого было еще очень далеко, и пока что он был просто мальчиком, который каждый день ходил в школу с опущенной головой, старался не привлекать внимания, молчал, когда одноклассники дразнили его, и только дома, когда мать рассказывала об отце, его глаза загорались, и он слушал эти рассказы, запоминая каждое слово, каждую деталь, складывая в памяти образ человека, которого почти не помнил, но которого любил всем сердцем. Пока семья Айтматовых боролась за выживание в нищете и позоре, Касым поднимался все выше по карьерной лестнице, и его успехи были напрямую связаны с тем, что он доказал свою лояльность системе самым убедительным способом — предательством друга. В архивах НКВД Киргизской ССР сохранилась его личная учетная карточка агента под псевдонимом Дастук, и если изучить эту карточку внимательно, можно увидеть, что после июня 1937 года, после того, как его донос на Торекула Айтматова привел к аресту и последующему трагическому финалу, в графе «Характеристика агента» появилась запись, сделанная рукой его куратора. Проявил высокую политическую сознательность и принципиальность, сумел преодолеть личные отношения ради интересов дела, материалы, предоставленные агентом, отличаются высокой степенью достоверности и конкретности. Рекомендуется для дальнейшего использования на особо важных объектах. Эта характеристика стала пропуском Касыма в высшие эшелоны власти, его стали привлекать к работе по особо важным делам, доверять информацию, которая не предназначалась для рядовых сотрудников, приглашать на закрытые совещания, где обсуждались вопросы государственной безопасности. В 1939 году его назначили заместителем заведующего отделом кадров Киргизского обкома партии должность, которая давала огромную власть, потому что именно этот отдел решал, кто получит повышение,
кто будет отправлен на учебу в Москву, кто получит квартиру или служебную машину, а кто будет уволен и лишен всех привилегий. Касым использовал эту власть умело и расчетливо. Он создавал вокруг себя сеть людей, обязанных ему своими карьерами, людей, которые знали, что их благополучие зависит от его расположения, и которые поэтому были готовы выполнить любую его просьбу, закрыть глаза на любые его действия, поддержать любое его решение. Но была ли у Касыма хоть одна бессонная ночь после того, как он отправил своего друга на трагический финал? Просыпался ли он в холодном поту, видя во сне лицо Торекула, слыша его голос, вспоминая их разговоры под яблоней во дворе дома, где они мечтали о будущем Киргизии, о том, как они вместе будут строить новую жизнь для своего народа? Или он научился жить с этим грузом, убедив себя, что поступил правильно, что интересы государства действительно выше личных отношений, что Торекул действительно был врагом, которого нужно было устранить? В архивах нет ответа на эти вопросы. Но есть один документ, который проливает свет на внутреннее состояние Касыма в те годы. Это медицинская карта из поликлиники, где он наблюдался, и в этой карте есть записи о том, что начиная с 1938 года он регулярно жаловался на бессонницу, головные боли, приступы тревожности, и врачи прописывали ему успокоительные средства, которые он принимал в больших дозах. Конечно, эти симптомы могли быть вызваны чем угодно стрессом от работы, общей атмосферой страха, которая царила в те годы, когда каждый мог стать следующей жертвой репрессий, но совпадение по времени слишком очевидно, чтобы его игнорировать. Касым начал страдать от бессонницы именно после того, как предал Торекула, и эта бессонница преследовала его до конца жизни, несмотря на все успокоительные, несмотря на все попытки врачей помочь ему. Может быть, это была цена, которую он платил за свое предательство, цена, которую никто не видел, потому что она была спрятана глубоко внутри, в той части души, куда он никого не пускал, даже самых близких людей. Во время Великой Отечественной войны, когда миллионы советских людей сражались на фронте, отдавая жизни за родину, Касым остался в тылу, его не призвали в армию, потому что он был признан ценным специалистом, необходимым для работы в тылу, и он действительно работал много и эффективно, организуя размещение эвакуированных предприятий, координируя поставки продовольствия для фронта, решая тысячи проблем, которые возникали в условиях военного времени. За эту работу он получил несколько наград Орден Трудового Красного Знамени, медаль. За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, благодарности от руководства республики и из Москвы. Его фотографии появлялись на доске почета, его ставили в пример молодым работникам, его приглашали выступать на партийных собраниях, где он говорил правильные слова о долге перед Родиной, о необходимости самоотверженного труда, о том, что каждый должен внести свой вклад в победу. И никто из тех, кто слушал эти речи, не знал, что этот человек, говорящий о долге и чести, сам нарушил самый священный долг дружбы, и что его успешная карьера началась с предательства. А в это же время Чингиз Айтматов, сын человека, которого предал Касым, работал секретарем сельсовета в далеком Айле, куда его направили после окончания школы, потому что сыну врага народа была закрыта дорога в институт, закрыта возможность получить высшее образование, закрыта любая перспектива карьерного роста. Он работал с утра до ночи, выполняя обязанности, которые были не по силам 16-летнему подростку, но справлялся, потому что мать научила его терпению и упорству, потому что в нем жила память об отце, которая не давала сломаться, не давала опустить руки. Только после смерти Сталина в 1953 году, когда началась реабилитация жертв политических репрессий, Торекул Айтматов был посмертно реабилитирован, и его семья получила справку о том, что он был осужден необоснованно, что обвинения против него были сфабрикованы, что он не совершал никаких преступлений. Эта справка пришла через 16 лет после его трагического финала, когда Нагима уже была старой женщиной с седыми волосами и натруженными руками, когда ее дети выросли и сами стали взрослыми людьми, когда казалось, что время залечило раны и можно жить дальше. Но справка о реабилитации не вернула Торекула к жизни.
не вернула семье те годы, которые они провели в нищете и позоре, не стерла из памяти детей те унижения, которые им пришлось пережить. Чингис Айтматов к тому времени уже учился в сельскохозяйственном институте во Фрунзе. Ему, наконец, разрешили получить высшее образование после реабилитации отца. И когда мать показала ему справку, он молча взял ее, прочитал, сложил и положил в карман. А потом вышел во двор и долго стоял, глядя на горы, которые видны были из их дома. Что он чувствовал в тот момент? Радость от того, что имя отца очищено. Горечь от того, что это произошло слишком поздно. Ненависть к тем, кто отнял у него отца. Или все это вместе смесь чувств, которую невозможно выразить словами, которая может найти выход только в творчестве, в книгах, которые он напишет позже, где будет говорить о справедливости и предательстве, о памяти и забвении, о цене, которую люди платят за свой выбор. А Касым в 1953 году, когда началась реабилитация жертв репрессий, испытал настоящий страх того, что его роль в деле Торекула Айтматова может быть раскрыта, что кто-то найдет в архивах его донос, что правда выйдет наружу, и его карьера, его репутация, вся его жизнь рухнут в одночасье. Он знал, что в атмосфере десталинизации многие бывшие сотрудники НКВД были арестованы и осуждены за фальсификацию дел и незаконные репрессии. Знал, что доносчиков теперь презирают даже больше, чем палачей, потому что палачи хотя бы выполняли приказы, а доносчики предавали по собственной воле из корысти или страха. Касым использовал все свои связи, все свое влияние, чтобы получить доступ к архивам НКВД, где хранилось дело Торекула Айтматова, и когда ему это удалось, благодаря тому, что он к тому времени занимал высокую должность в партийных органах и имел право знакомиться с секретными документами, он лично изъял из дела 3 страницы, на которых находился его донос. Аккуратно вырезал их острым инструментом, чтобы не оставить следов разрыва, и уничтожил. Он думал, что этого достаточно, что теперь никто никогда не узнает правды, что его тайна похоронена навсегда, но он не учел одного: в деле осталась копия обвинительного заключения, где цитировались фрагменты его доноса, и хотя в этой копии не было его подписи, опытный исследователь мог бы восстановить содержание изъятых страниц и понять, кто был автором доноса. Касым не знал об этой копии. Или знал, но надеялся, что никто не обратит на нее внимания, и его расчет оказался верным в течение следующих 60 лет. Никто не изучал дело Торекула Айтматова достаточно внимательно, чтобы заметить эту деталь, и тайна Касыма оставалась нераскрытой до 2017 года, когда историк Азамат Тыныбеков наконец нашел ключ к разгадке. Но вернемся в 50-е годы, когда Касым, избавившись от компрометирующих документов, почувствовал облегчение и продолжил свою карьеру, словно ничего не произошло. Он дослужился до должности заместителя председателя Совета министров Киргизской ССР, одной из высших должностей в республике, курировал вопросы сельского хозяйства и водного хозяйства, принимал решения, от которых зависела жизнь тысяч людей, ездил с инспекциями по районам, выступал на съездах и конференциях. Его уважали подчиненные, ценило начальство. И когда в 1965 году он вышел на пенсию по возрасту, ему устроили торжественные проводы, где говорили речи о его заслугах, вручили почетные грамоты и ценные подарки, пообещали, что его имя навсегда останется в истории республики. И это обещание было выполнено через несколько лет после его смерти. Одну из улиц в центре Бишкека назвали его именем, и эта улица существует до сих пор, напоминая нам о том, как легко можно обмануть историю, если уничтожить улики и заставить замолчать свидетелей. Но можно ли обмануть собственную совесть? Можно ли заставить замолчать внутренний голос, который напоминает о предательстве каждый раз, когда ты видишь детей своего друга, которых ты сделал сиротами, каждый раз, когда ты проходишь мимо дома, где когда-то сидел за одним столом с человеком, которого потом отправил на трагический финал? Касым прожил долгую жизнь, 76 лет, и умер в собственной постели, окруженный заботой родных. Но был ли он счастлив в эти последние годы, когда старость и болезни
дали ему время подумать о прожитой жизни, подвести итоги, оценить цену, которую он заплатил за свое благополучие. Мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос, потому что Касым не оставил мемуаров, не написал исповеди, не попросил прощения у семьи Айтматовых, и его молчание, красноречивее любых слов, говорит о том, что он так и не нашел в себе мужества признать свою вину, так и не смог преодолеть страх перед правдой, которая могла разрушить тот образ, который он создавал всю жизнь, образ честного партийца, преданного делу революции, заслуженного работника, достойного уважения и памяти. Представьте себе, что вы один из 12 человек, которые знали абсолютно все о Касыме каждую его бессонную ночь. Каждую таблетку валерианы, которую он глотал перед важными совещаниями, каждый его визит к психиатру, записи о котором тщательно изымались из медицинских карт, каждое его распоряжение об уничтожении компрометирующих документов в архивах. Теперь представьте, что вы должны выбрать хранить эту тайну до конца жизни или рассказать правду, зная, что она разрушит не только репутацию мертвого человека, но и жизни его детей, внуков, правнуков, которые до сих пор гордятся своим дедом и носят его фамилию как знак чести. 22 марта 2018 года, через год после публикации статьи историка Тыныбекова, трое бывших сотрудников аппарата Совета министров Киргизской ССР, работавших под непосредственным руководством Касыма в 60-е годы, согласились дать интервью на условиях анонимности, и то, что они рассказали, перевернуло все представление о человеке, чье имя до сих пор значится на карте Бишкека. Что заставило этих людей, которым уже за 80, которые сами скоро уйдут из жизни, нарушить обет молчания, данный полвека назад? Что они знали такого, что не решались рассказать даже собственным детям? И почему они выбрали именно этот момент, чтобы открыть правду, которая была погребена глубже, чем любые архивные документы? Самый старший из троих, назовем его Абдыкадыр, в 1962 году работал личным помощником Касыма, и его обязанности включали не только составление отчетов и организацию встреч, но и нечто гораздо более деликатное. Он был тем человеком, который каждое утро приносил Касыму в кабинет запечатанный конверт с таблетками, которые тот принимал, запивая водой из графина, стоявшего на столе, и только после этого начинал рабочий день. Абдыкадыр рассказывает, что в конверте были не просто успокоительные, как значилось в официальных медицинских документах, а сильнодействующие психотропные препараты, которые в те годы выписывались только пациентам с серьезными психическими расстройствами, параноидальными состояниями, навязчивыми страхами, депрессивными психозами. Касым получал эти лекарства через специальную систему, минуя обычные аптеки, потому что не хотел, чтобы кто-то узнал о его состоянии, и платил за молчание врачей из собственного кармана, хотя его зарплата была высокой, но не настолько, чтобы можно было тратить на это треть дохода. Абдыкадыр помнит, как однажды утром, когда он принес очередной конверт, Касым сидел за столом с опущенной головой, и его руки так сильно дрожали, что он не мог открыть конверт, и Абдыкадыру пришлось сделать это за него — высыпать таблетки в ладонь начальника, налить воды в стакан, и Касым проглотил сразу 3 таблетки вместо обычной одной, а потом сидел минут 20, пока лекарство не подействовало, и только после этого смог начать работать. Что происходило в голове этого человека в те минуты, когда он сидел, не в силах контролировать дрожь в руках, не в силах поднять взгляд, не в силах произнести ни слова? Какие образы преследовали его? Какие голоса звучали в его сознании, какие лица из прошлого являлись ему в те моменты, когда защитные механизмы психики давали сбой и правда прорывалась наружу. Второй свидетель, назовем его Талант, работал в архиве Совета министров и имел доступ к личным делам всех высокопоставленных чиновников, включая Касыма, и он рассказывает историю, которая проливает свет на то, что произошло в 1953 году, когда началась реабилитация жертв политических репрессий. Талант вспоминает, что однажды вечером, когда все сотрудники уже разошлись по домам, в архив пришел Касым, пришел лично, без секретаря, без охраны, что было очень необычно для человека его ранга, и попросил показать ему дело Торыкула Айтматова,
которая хранилась в специальном фонде документов НКВД, переданных в архив Совета министров после реорганизации органов безопасности. Талант, который был молодым сотрудником и боялся отказать высокому начальству, принес папку с делом, и Касым сел за стол в читальном зале, открыл папку, начал листать документы, и Талант видел, как менялось его лицо. Сначала оно было напряженным, сосредоточенным, потом побледнело, потом покрылось испариной, и руки, державшие документы, начали дрожать так сильно, что страницы шелестели, как осенние листья на ветру. Касым просидел над делом около часа. Несколько раз вставал, ходил по залу, возвращался к столу, снова брал документы и, наконец, попросил Таланта выйти из зала на несколько минут, сославшись на то, что ему нужно сосредоточиться. Талант вышел, но не ушел далеко, остался в коридоре, и через приоткрытую дверь видел, как Касым достал из кармана маленький перочинный нож, раскрыл его, наклонился над папкой, и когда через 10 минут позвал Таланта обратно, 3 страницы из дела исчезли, а на их месте остались аккуратные прорези, сделанные острым лезвием. Касым вернул папку, поблагодарил за помощь, попросил никому не говорить о его визите и ушел. А Талант остался стоять с папкой в руках, понимая, что стал свидетелем чего-то очень важного и очень страшного, но не зная, что именно произошло и почему высокопоставленный чиновник лично уничтожает документы в Государственном архиве. Талант рассказывает, что после того случая он из любопытства изучил оставшиеся документы в деле Торекула Айтматова и обнаружил копию обвинительного заключения, где цитировались фрагменты показаний некоего свидетеля, чье имя было указано только инициалами, но по содержанию этих показаний было понятно, что свидетель был очень близок к обвиняемому, знал все детали его личной жизни, присутствовал при разговорах, которые велись в узком кругу друзей. Талант сопоставил даты, имена, факты и понял, что свидетелем мог быть только один человек, тот самый, который только что уничтожил страницы из дела, и это открытие потрясло его настолько, что он не мог спать несколько ночей подряд, мучаясь вопросом, что делать с этим знанием, кому рассказать, имеет ли он право молчать, зная, что рядом с ним работает человек, который предал своего друга и отправил его на трагический финал. Но Талант был молодым, неопытным, боялся потерять работу, боялся, что ему не поверят, боялся, что его самого обвинят в клевете на уважаемого человека, и поэтому молчал, и это молчание тяжким грузом лежало на его совести всю жизнь. И только сейчас, когда ему 86 лет, когда он знает, что скоро умрет, он решил рассказать правду, потому что не хочет уйти из жизни, унося с собой эту тайну, не хочет, чтобы память о Касыме оставалась незапятнанной, когда он знает, какой ценой была куплена его успешная карьера. Но почему он молчал так долго, почему не рассказал правду раньше, когда это могло изменить что-то, когда семья Айтматовых еще могла узнать имя предателя при жизни Чингиза Айтматова, который умер в 2008 году, так и не узнав, кто именно написал донос на его отца? Талант отвечает на этот вопрос просто и честно. Я боялся. Боялся за себя, за свою семью, за свою работу. И этот страх оказался сильнее совести. Я жил с этим грузом 65 лет и каждый день спрашивал себя, когда найду мужество рассказать правду. И только когда узнал, что историк Тыныбяков нашел доказательства и опубликовал статью, я понял, что больше не могу молчать, что должен подтвердить его выводы, рассказать то, что видел своими глазами. Третий свидетель, назовем его Нурлан, работал водителем в автопарке Совета министров и часто возил Касыма на служебные встречи. И он рассказывает о том, что происходило с Касымом в последние годы его жизни, когда болезни и старость лишили его возможности контролировать себя так же жестко, как в молодости. Нурлан вспоминает, что в 1972 году, за год до трагического финала Касыма, он вез его на дачу под Иссык-Кулем, где тот проводил летние месяцы, и по дороге Касым вдруг попросил остановиться у старого кладбища в одном из аилов, сказал, что хочет зайти туда на несколько минут. Нурлан остановил машину, Касым вышел, прошел через ворота кладбища, и Нурлан видел в зеркало заднего вида, как он долго стоял у одной из могил, потом опустился на колени, потом лег лицом на землю и лежал так минут 10. И когда вернулся к машине, его лицо было мокрым от слез, а руки были в земле,
словно он пытался вырыть что-то или, наоборот, закопать. Нурлан не спросил, что произошло, потому что не принято было задавать вопросы начальству, но запомнил название Аила и позже узнал, что на том кладбище похоронена Нагима Айтматова, жена Тарекула, которая умерла в 1971 году, прожив долгую и трудную жизнь, так и не узнав имени человека, который предал ее мужа. Касым приезжал на ее могилу зачем? Чтобы попросить прощения, чтобы оправдаться перед мертвой женщиной, которая уже не могла ни услышать, ни простить? Или чтобы, наконец, признаться в том, что не мог признать при жизни, надеясь, что земля, которая скрывает тело Нагимы, скроет и его тайну, примет его исповедь и освободит от груза, который он нес всю жизнь? Нурлан рассказывает еще одну историю, которая произошла за несколько месяцев до трагического финала Касыма, когда тот уже был очень болен, почти не вставал с постели, и врачи говорили, что дни его сочтены. Однажды вечером Касым позвонил Нурлану и попросил приехать к нему домой. Сказал, что нужно отвезти его в одно место, и когда Нурлан приехал, Касым вышел из дома, опираясь на палку, сел в машину и назвал адрес. Это был дом в старой части Фрунзе, где когда-то жила семья Айтматовых после ареста Тарекула, маленький домик на окраине, который Нагима снимала, работая прачкой и кормя 4 детей. Нурлан довез Касыма до этого дома, и тот попросил остановиться напротив, сидел в машине минут 20, глядя на окна, за которыми горел свет. Потому что в доме теперь жили другие люди, которые ничего не знали о его истории, и потом тихо сказал: «Я убил этого человека. Я убил его так же верно, как если бы сам нажал на курок. И я убил его семью не физически, но морально, лишив их отца, лишив их будущего, превратив их жизнь в ад. И я не могу попросить прощения, потому что нет прощения для того, что я сделал. Нет прощения в этом мире и не будет в следующем». Нурлан не знал, о чем говорит Касым, не понимал, к кому относятся эти слова, но запомнил их, потому что в голосе старика была такая боль, такое отчаяние, что невозможно было забыть. И только много лет спустя, когда прочитал статью Тыныбекова, понял, что был свидетелем исповеди человека, который, наконец, признал свою вину, но признал слишком поздно, когда уже ничего нельзя было изменить, когда все, кого он предал, уже ушли из жизни, и некому было услышать его раскаяние. Эти 3 свидетельства Абдыкадыра, Таланта и Нурлана создают портрет человека, который всю жизнь пытался убежать от собственной совести, но не смог, человека, который построил успешную карьеру на предательстве, но заплатил за это ценой, которую никто не видел, ценой бессонных ночей, психотропных таблеток, параноидальных страхов, которые преследовали его до последнего дня. Касым не был чудовищем, каким его легко представить. Зная о его поступке, он был обычным человеком, слабым, испуганным, который в критический момент выбрал собственное выживание вместо верности другу, и потом всю жизнь пытался оправдать этот выбор перед самим собой, убедить себя, что поступил правильно, что интересы государства действительно были важнее личных отношений, что Тарекул действительно представлял угрозу для советской власти. Но глубоко внутри, в той части души, которую невозможно обмануть никакими рационализациями, он знал, правду знал, что предал друга, знал, что разрушил семью, знал, что его успешная карьера построена на крови невинного человека, и это знание медленно разрушало его изнутри, превращая в того дрожащего старика, который в последние месяцы жизни ездил на могилу женщины, чьего мужа он предал, и просил прощения у мертвых, потому что не мог попросить у живых. Но самое страшное открытие, которое сделали исследователи, изучая архивы Комитета государственной безопасности Киргизской ССР после их полного рассекречивания в 2019 году, это то, что Касым был не единственным доносчиком в окружении Тарекула Айтматова. В деле сохранились материалы еще 3 агентов НКВД, которые работали под псевдонимами «Учитель», «Писатель» и «Агроном», и все 3 регулярно передавали информацию о настроениях в среде кыргызской интеллигенции, о разговорах, которые велись на частных встречах, о людях, которые высказывали сомнения в правильности политики партии. Но именно донос Касыма стал решающим, именно его показания легли в основу обвинительного заключения,
Именно он назвал конкретные даты, места, имена свидетелей, которые могли подтвердить его слова, и именно поэтому следствие не потребовало дополнительных доказательств, а сразу передало дело в тройку НКВД для вынесения приговора. 3 других агента передавали общую информацию, слухи, непроверенные данные, но Касым дал конкретику, которая не оставляла следователям выбора либо арестовать Торекула, либо признать, что их самый надежный агент, человек, который доказал свою лояльность множеством донесений, вдруг начал лгать. А это было невозможно в логике системы, которая строилась на абсолютном доверии к своим информаторам. Касым знал эту логику, понимал, что его донос будет иметь фатальные последствия, и все равно написал его, потому что у него не было выбора либо он, либо Торекул. И он выбрал себя, как выбирают миллионы людей в ситуации, когда на кону стоит собственная жизнь. Архивы также раскрыли еще одну страшную деталь после ареста Торекула. Айтматова НКВД планировала арестовать еще 12 человек из его окружения, включая нескольких учителей, писателей, партийных работников, которые регулярно бывали в его доме и участвовали в разговорах о развитии кыргызской культуры и образования. Список этих людей был составлен на основе показаний Касыма, который назвал всех, кто присутствовал на встречах, и только начало Великой Отечественной войны спасло их от ареста. В июне 1941 года все силы НКВД были брошены на борьбу с немецкими шпионами и диверсантами, и дело о кыргызской буржуазно-националистической организации было отложено, а потом забыто, потому что война изменила приоритеты, и репрессии против национальной интеллигенции временно прекратились. Эти 12 человек прожили долгую жизнь, не зная, что были в списке на уничтожение, не зная, что их имена назвал человек, которого они считали другом, не зная, что только случайность начала войны спасла их от трагического финала. Когда в 2019 году этот список был опубликован, 3 из этих людей еще были живы, им было за 90, они были последними свидетелями той эпохи, и когда им показали документ с их именами, они не могли поверить, что так близко были к трагическому финалу, что их жизнь висела на волоске, и только война, которая унесла миллионы жизней, спасла их от репрессий, которые могли унести их жизни раньше. Один из этих 3, учитель кыргызского языка Касымбек, которому в 2019 году было 94 года, рассказал в интервью, что помнит Касыма очень хорошо. Помнит, как тот приходил в дом Торекула, как они вместе обсуждали проблемы образования, как спорили о том, нужно ли переводить кыргызскую письменность на кириллицу или лучше оставить латиницу, как мечтали о том времени, когда каждый кыргызский ребенок сможет учиться в школе на родном языке. Касымбек говорит, что никогда не подозревал Касыма в предательстве, никогда не замечал в его поведении ничего подозрительного. И когда узнал правду, не мог поверить, что человек, который так страстно говорил о любви к родному народу, о необходимости сохранения национальной культуры, на самом деле работал на НКВД и доносил на своих друзей. Касымбек вспоминает один разговор, который произошел за несколько месяцев до ареста Торекула, когда они сидели во дворе дома Айтматовых под старой яблоней, и Касым говорил о том, что самое страшное в их время — это не бедность, не трудности, а невозможность доверять людям, потому что не знаешь, кто из твоих друзей может оказаться доносчиком, кто может предать тебя в любой момент. Торекул тогда ответил, что он верит в людей, верит в дружбу, верит в то, что настоящие друзья никогда не предадут друг друга, что законы гостеприимства и братства сильнее любого страха, и Касым кивал, соглашался, говорил, что Торекул прав, что нужно верить в людей, иначе жизнь теряет смысл. А через несколько месяцев именно Касым написал донос, который отправил Торекула на трагический финал, и теперь, спустя 80 лет, Касымбек задает вопрос, на который нет ответа, как можно было сидеть рядом с человеком, смотреть ему в глаза, говорить о дружбе и верности, и при этом знать, что ты уже написал донос, который уничтожит его жизнь. В декабре 2017 года, когда статья историка Азамата Тыныбекова о доносе Касыма уже несколько месяцев обсуждалась в кыргызском обществе, вызывая споры, шок и требования переименовать улицу, носящую имя предателя,
произошло событие, которое никто не мог предвидеть. В редакцию журнала «Кыргызстан-Тарыхы» пришло письмо от человека, который представился внуком Касыма и попросил о встрече, сказав, что хочет рассказать то, о чем его семья молчала 44 года с момента трагического финала деда в 1973 году. Этого человека звали Эрлан, ему было 52 года. Он работал врачом в одной из бишкекских больниц, жил обычной жизнью обычного человека, и ничто в его биографии не предвещало, что однажды он станет хранителем семейной тайны, которая изменит все представление о его деде, о его семье, о цене, которую платят потомки за грехи предков. Эрлан принес с собой старую школьную тетрадь в клетку, пожелтевшую от времени, с выцветшими чернилами, и когда открыл ее, Тыныбеков увидел текст, написанный дрожащим почерком человека, который явно писал в состоянии крайнего эмоционального напряжения, текст, который начинался словами «Я, Касым, сын Омурбека, в здравом уме и твердой памяти, перед лицом смерти, которая уже стоит у моего порога, пишу эту исповедь, зная, что она никогда не будет опубликована при моей жизни, но надеясь, что когда-нибудь, когда пройдут годы и страсти утихнут, кто-то из моих потомков найдет мужество рассказать правду о том, что я совершил, и о той цене, которую заплатил за свое предательство. Эта тетрадь была найдена Эрланом в 2017 году, когда он разбирал вещи своей умершей матери, дочери Касыма, которая хранила ее в старом чемодане на чердаке, и всю жизнь запрещала детям трогать этот чемодан, говоря, что там лежат документы, которые никто не должен видеть, пока она жива. Что заставило Касыма написать эту исповедь в последние месяцы жизни, когда он уже знал, что умирает от рака, когда боль была такой сильной, что врачи давали ему морфий, чтобы он мог хоть немного спать? Что он хотел сказать потомкам, зная, что эти слова могут разрушить их представление о нем, лишить их гордости за деда, превратить фамилию, которую они носят, в символ предательства? И почему его дочь хранила эту тетрадь, не уничтожила ее, хотя могла это сделать, хотя знала, что содержание этой исповеди может стать бомбой замедленного действия, которая взорвется, когда ее уже не будет в живых? Тыныбеков читал исповедь Касыма, и с каждой страницы перед ним открывалась история, которая была гораздо сложнее и трагичнее, чем он мог представить, изучая сухие архивные документы. Касым писал о том, как в 1933 году его вызвали в местное отделение ОГПУ и показали папку с материалами, на него перепиской с родственниками в Китае, записями его выступлений, показаниями двух свидетелей, которые утверждали, что слышали от него антисоветские высказывания. Исследователь, молодой человек с холодными глазами и вежливыми манерами, объяснил ему очень просто и понятно: либо он соглашается на сотрудничество и помогает выявлять врагов народа среди кыргызской интеллигенции, либо сам становится одним из этих врагов, и тогда его ждет арест, следствие, приговор. И его старая мать, которая живет в маленьком Аиле и ждет от него помощи, останется без поддержки и умрет от голода. Касым писал, что в тот момент он не думал о предательстве, не думал о том, что придется доносить на друзей, он думал только о матери, о том, что не может оставить ее одну, что она всю жизнь работала, чтобы дать ему образование, что он единственный, кто может позаботиться о ней в старости, и поэтому согласился, подписал обязательство о сотрудничестве, получил псевдоним Достук и стал агентом ОГПУ, не понимая тогда, что этот выбор определит всю его дальнейшую жизнь, что однажды, начав сотрудничество, он уже не сможет остановиться, что система затянет его так глубоко, что выхода не будет. Касым писал, что первые несколько лет он передавал только общую информацию о настроениях в среде интеллигенции, о том, кто и что говорит на собраниях, о слухах, которые ходят в городе, и это не казалось ему предательством, потому что он не называл конкретных имен, не давал показаний, которые могли привести к аресту конкретного человека. Но в 1937 году, когда началась волна массовых репрессий, его куратор потребовал от него конкретики, нужны были имена, даты, факты, доказательства антисоветской деятельности конкретных людей, и когда Касым попытался отказаться, сказав, что не может доносить на друзей,
Куратор положил перед ним новую папку, где были материалы уже не только на него, но и на его мать, которую обвиняли в том, что она укрывала басмачей в 20-е годы, давала им еду и кров, и следователь сказал очень спокойно, либо Касым дает показания на Торекула Айтматова, которого органы давно подозревают в антисоветской деятельности, либо арестуют и его мать, и тогда старая женщина умрет в тюрьме, не дожив до суда. Касым писал, что в ту ночь он не спал, ходил по комнате, пытался найти выход, пытался придумать, как спасти и друга, и мать, но выхода не было. Система не оставляла выбора, система требовала жертв, и он должен был выбрать, кто станет этой жертвой, его друг или его мать. И он выбрал друга, потому что не мог обречь на трагический финал старую женщину, которая всю жизнь работала, чтобы он мог учиться, которая верила в него, гордилась им, ждала от него помощи в старости. Касым писал, что когда он составлял донос на Торекула, его руки дрожали так сильно, что он несколько раз переписывал текст, потому что буквы расплывались, строчки съезжали, и он не мог заставить себя написать то, что требовалось, но знал, что должен это сделать, потому что другого выхода нет. Он писал, что каждое слово в том доносе было правдой. Торекул действительно говорил то, что Касым записал, действительно критиковал перегибы в проведении коллективизации, действительно сомневался в правильности некоторых решений партии, но все это были слова честного человека, который любил свой народ и хотел для него лучшего, а не слова врага, который планирует свержение советской власти. Касым знал это, понимал, что искажает смысл слов Торекула, вырывает их из контекста, превращает заботу о народе в антисоветскую агитацию, но продолжал писать, потому что система требовала именно такой интерпретации. Система не принимала нюансов, система делила людей на своих и врагов. И если ты не хочешь оказаться среди врагов, ты должен помочь системе найти других врагов, и Касым помог, и этот выбор преследовал его всю оставшуюся жизнь, превратил ее в ад, из которого не было выхода. Касым писал о том, что произошло после ареста Торекула, как он пытался убедить себя, что поступил правильно, что спас мать, что не было другого выхода, но не мог заглушить внутренний голос, который говорил ему, что он предатель, что он нарушил самый священный закон кыргызской культуры, закон дружбы и гостеприимства, что он обрек на страдания не только Торекула, но и его жену, и 4 детей, которые остались без отца, без средств к существованию, без будущего. Касым писал, что когда через несколько месяцев после ареста Торекула он пришел к Нагиме, принес продукты и деньги, пытаясь хоть как-то помочь семье друга, он увидел в ее глазах такой взгляд, что понял, она знает, она догадывается, кто предал ее мужа, и этот взгляд преследовал его всю жизнь, являлся ему в снах, в минуты, когда он оставался один, в моменты, когда защитные механизмы психики давали сбой и правда прорывалась наружу. Касым писал, что начал принимать успокоительные, потом более сильные лекарства, потом психотропные препараты, которые помогали ему функционировать днем, выполнять служебные обязанности, общаться с людьми, но ночью, когда действие лекарств ослабевало, к нему приходили кошмары. Он видел Торекула, который стоял перед ним и молча смотрел, не обвиняя, не проклиная, просто смотрел. И этот взгляд был страшнее любых обвинений, потому что в нем была не ненависть, а разочарование, боль от предательства человека, которого он считал братом. Касым писал о том, как в 1953 году, когда началась реабилитация жертв политических репрессий, он понял, что его тайна может быть раскрыта, что кто-то может найти в архивах его донос, и тогда вся его жизнь, вся его карьера, все, чего он достиг, рухнет в одночасье. И он использовал свое служебное положение, чтобы получить доступ к делу Торекула Айтматова, и лично изъял из него 3 страницы с его доносом. Уничтожил их, думая, что этого достаточно, что теперь никто никогда не узнает правды. Касым писал, что в тот момент, когда он вырезал эти страницы из дела, его руки дрожали так же сильно, как когда он писал донос, и он понимал, что совершает еще одно преступление, уничтожает исторические документы, скрывает правду, лишает семью Айтматовых права знать, кто именно предал их отца, но не мог остановиться, потому что страх разоблачения был сильнее совести,
сильнее чувства вины, сильнее всего остального. Касым писал, что после этого он прожил еще 20 лет, построил успешную карьеру, дослужился до высоких должностей, получил награды и звания, но ни один день этих 20 лет не прошел без того, чтобы он не вспомнил о Тарикуле, не подумал о том, что его благополучие куплено ценой жизни друга, не спросил себя, стоило ли оно того, стоила ли его карьера, его квартира, его служебная машина, его награды жизни человека, который доверял ему как брату. Касым писал о том, как в последние годы жизни, когда болезнь уже не оставляла надежды на выздоровление, когда врачи говорили, что осталось несколько месяцев, он начал ездить на могилу Нагимы Айтматовой, которая умерла в 1971 году, и стоял там часами, пытаясь найти слова, чтобы попросить прощения, но слов не находилось, потому что нет слов, которые могут искупить предательство такого масштаба, нет прощения для человека, который отправил друга на трагический финал, чтобы спасти себя. Касым писал, что однажды он лег лицом на землю у ее могилы и плакал, как не плакал с детства, и просил ее простить его, хотя знал, что она не слышит, что мертвые не прощают, что он обречен нести этот груз до конца своих дней и, возможно, дальше, если есть что-то после смерти, если есть суд, который ждет каждого за его поступки. Касым писал, что в последние месяцы жизни он несколько раз ездил к дому, где когда-то жила семья Айтматовых после ареста Тарикула, сидел в машине напротив, смотрел на окна, за которыми теперь жили другие люди, и пытался представить, как Нагима стирала белье в холодной воде, как кормила детей одной лепешкой на всех, как рассказывала им об отце, стараясь сохранить в их памяти образ человека, которого он, Касым, отправил на трагический финал, и эти картины были страшнее любых кошмаров, потому что они были реальностью, которую он создал своим выбором. Касым писал, что решил оставить эту исповедь своим потомкам, зная, что она может разрушить их жизни, лишить их гордости за деда, превратить их фамилию в символ предательства, но считал, что они имеют право знать правду, что нельзя строить свою жизнь на лжи, что рано или поздно правда все равно выйдет наружу, и лучше, если они узнают ее от него, из его собственных слов, чем из архивных документов или газетных статей. Касым писал, что не просит прощения у своих потомков, потому что не имеет права просить прощения, что единственное, о чем он просит, это чтобы они не повторили его ошибку, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не предавали друзей, не жертвовали другими людьми ради собственного благополучия, чтобы помнили, что есть вещи дороже жизни: честь, достоинство, верность, и что человек, который теряет эти вещи, теряет себя, превращается в пустую оболочку, которая может функционировать, работать, получать награды, но внутри уже мертва, потому что совесть — это то, что делает нас людьми, а когда совесть умирает, умирает и человек, даже если его тело продолжает жить. Исповедь Касыма заканчивалась словами, которые Тыныбеков читал со слезами на глазах, потому что в них была такая боль, такое отчаяние, такое глубокое раскаяние, что невозможно было остаться равнодушным. Я прожил 76 лет, из которых 40 лет были адом, который я создал для себя сам, выбрав предательство вместо верности. Я не прошу прощения, потому что знаю, что его нет. Я не оправдываю себя, потому что нет оправдания тому, что я сделал. Я просто хочу, чтобы мои потомки знали правду и сделали выводы. Пусть моя жизнь станет уроком того, как нельзя жить. Пусть мое имя станет напоминанием о том, что предательство не имеет срока давности, что совесть нельзя обмануть никакими наградами и званиями, что цена, которую платишь за предательство, всегда выше любой выгоды, которую получаешь взамен. Я ухожу из этой жизни с грузом, который не смог сбросить, с болью, которую не смог заглушить, с виной, которую не смог искупить. Пусть Всевышний судит меня по справедливости, потому что люди не могут судить то, чего не знают. А я знаю все и несу это знание как проклятие. Эрлан, внук Касыма, рассказал Тыныбекову, что когда он прочитал эту исповедь, его первой реакцией было желание уничтожить тетрадь, сжечь ее, чтобы никто никогда не узнал правды, чтобы сохранить память о деде такой, какой она была память об уважаемом человеке, заслуженном работнике, примере для подражания.
Но потом он подумал о том, что его дед просил потомков не повторять его ошибку, просил помнить о цене предательства и понял, что если он уничтожит исповедь, то предаст память деда во второй раз, лишит его последней возможности искупить вину хотя бы перед историей, хотя бы перед потомками. Эрлан рассказал, что несколько месяцев он не мог решить, что делать с этой тетрадью. Носил ее с собой, перечитывал, пытался понять, имеет ли он право обнародовать ее, зная, что это разрушит жизни его родственников, его детей, которые носят фамилию Касыма и гордятся ею. Но когда он прочитал статью Тыныбекова о доносе Касыма, когда увидел, что правда уже начала выходить наружу, что историки уже нашли доказательства предательства, он понял, что больше не может молчать, что должен передать исповедь деда историкам, чтобы они могли восстановить полную картину событий, чтобы семья Айтматовых наконец узнала не только имя предателя, но и то, что он чувствовал, какую цену заплатил за свое предательство, как мучился всю оставшуюся жизнь. Публикация исповеди Касыма в 2018 году вызвала еще больший резонанс, чем статья Тыныбекова годом ранее, потому что это был не просто исторический документ, а человеческая исповедь, которая показывала трагедию не только жертвы, но и палача, не только Тарикула Айтматова, который был уничтожен системой, но и Касыма, который стал инструментом этой системы и заплатил за это ценой, которую никто не видел ценой собственной души, собственного покоя, собственной человечности. Общество раскололось на два лагеря. Одни говорили, что исповедь не меняет сути, что Касым остается предателем, что его раскаяние пришло слишком поздно, что он должен был найти мужество признаться при жизни, попросить прощения у семьи Айтматовых, публично покаяться в своем преступлении, а не прятать исповедь в тетради, которую нашли только через 44 года после его смерти. Другие говорили, что исповедь показывает сложность человеческой природы, что нельзя судить человека, не зная всех обстоятельств его выбора, что Касым был не чудовищем, а обычным человеком, который попал в ситуацию, где любой выбор был трагическим, и выбрал спасение матери вместо верности другу, и этот выбор разрушил его жизнь не меньше, чем жизнь семьи Айтматовых. Потомки Тарикула Айтматова, узнав о существовании исповеди Касыма, попросили встречи с Эрланом, и эта встреча состоялась в марте 2018 года в доме-музея Чингиза Айтматова в Бишкеке, где собрались представители обеих семей, потомки жертвы и потомки палача, чтобы попытаться найти какое-то примирение, какое-то понимание, какой-то способ жить дальше, зная правду о том, что произошло 81 год назад. Встреча длилась несколько часов, и те, кто присутствовал при ней, рассказывают, что это было одно из самых эмоциональных событий, которые они видели в жизни. Люди плакали, обнимались, просили прощения друг у друга за то, в чем не были виноваты, пытались понять, как можно жить дальше, неся груз этой истории, как можно примирить память о предке жертве и память о предке палача, как можно сохранить человечность в мире, где система заставляла людей делать нечеловеческий выбор. Внучка Чингиза Айтматова, Аим, сказала Эрлану, что не винит его в том, что сделал его дед, что понимает, что он тоже был жертвой системы, которая не оставляла выбора, но просит его помочь добиться переименования улицы, носящей имя Касыма, потому что нельзя увековечивать память о человеке, который, даже раскаявшись, не нашел мужества публично признать свою вину при жизни. Эрлан согласился. Сказал, что сам считает неправильным, что улица до сих пор носит имя его деда, что это оскорбление памяти Торыкула Айтматова и всех жертв политических репрессий, и что он готов публично поддержать требования о переименовании, даже зная, что это вызовет осуждение со стороны части его родственников, которые до сих пор не хотят принимать правду о Касыме. В июне 2018 года мэрия Бишкека под давлением общественности и при поддержке потомков обеих семей приняла решение о переименовании улицы имени Касыма, и новое название было выбрано символично «Улица Примирения», чтобы напомнить о том, что даже самые трагические страницы истории
могут стать основой для понимания и прощения, если люди находят мужество говорить правду и принимать ее, какой бы болезненной она ни была. На церемонии открытия новой таблички присутствовали представители обеих семей, историки, общественные деятели, и Эрлан произнес речь, в которой сказал, что его дед совершил ужасное преступление, предав друга и разрушив жизнь его семьи, но что он, Эрлан, как потомок, берет на себя ответственность за сохранение памяти об этом преступлении, чтобы будущие поколения помнили о цене предательства и никогда не повторяли ошибок прошлого. А Аим, внучка Чингиза Айтматова, в своей речи сказала, что прощает Касыма, потому что он был жертвой системы, которая превращала людей в палачей, но что прощение не означает забвение, что нужно помнить о том, что произошло, чтобы никогда не допустить повторения подобного, чтобы люди всегда помнили, что есть вещи дороже жизни: честь, достоинство, верность друзьям. История Торекула Айтматова и Касыма стала символом трагедии целого поколения кыргызской интеллигенции, которая была уничтожена в годы Большого террора, и символом трагедии тех, кто стал инструментом этого уничтожения, не по злой воле, а по слабости, по страху, по невозможности сделать другой выбор в условиях, когда система не оставляла выбора. Эта история показывает, что предательство имеет множество лиц, что нельзя судить человека, не зная всех обстоятельств его выбора, но что раскаяние, даже самое искреннее, не может изменить прошлого, не может вернуть жизнь тем, кто был уничтожен, не может залечить раны, нанесенные семьям жертв. Эта история показывает, что правда всегда выходит наружу, рано или поздно, что нельзя скрыть преступление, уничтожив документы, что память сильнее любых попыток переписать историю, что потомки имеют право знать правду о своих предках, какой бы болезненной она ни была. Сегодня, когда вы идете по улице Примирения в центре Бишкека, вы можете увидеть мемориальную доску, на которой написано «Эта улица переименована в память о Торекуле Айтматове, жертве политических репрессий, и в напоминание о том, что предательство не имеет срока давности, что совесть нельзя обмануть, что цена, которую платят за предательство, всегда выше любой выгоды». Рядом с этой доской висит другая, на которой написаны слова из исповеди Касыма. «Пусть моя жизнь станет уроком того, как нельзя жить. Пусть мое имя станет напоминанием о том, что предательство разрушает не только жизнь жертвы, но и жизнь палача». Эти две доски висят рядом, напоминая прохожим о трагедии, которая произошла 87 лет назад, о двух жизнях, которые были разрушены одним выбором, о том, что история не делится на черное и белое, что в ней есть множество оттенков серого, и что единственный способ не повторить ошибок прошлого — это помнить о них, говорить о них, учиться на них. Но остается вопрос, на который нет однозначного ответа: можно ли простить человека, который предал друга, даже если он раскаялся, даже если он заплатил за свое предательство ценой собственного душевного покоя, даже если он оставил исповедь, в которой признал свою вину и попросил потомков не повторять его ошибку. Можно ли отделить человека от его поступка, понять, что он был жертвой системы, которая не оставляла выбора, и простить его за то, что он выбрал выживание вместо верности? Или предательство такого масштаба не имеет прощения, и человек, который совершил его, навсегда остается предателем, независимо от того, раскаялся он или нет, страдал он или нет, пытался ли искупить свою вину или нет? Каждый должен ответить на этот вопрос сам, исходя из собственных представлений о справедливости, о прощении, о том, что делает нас людьми и что отличает человека от животного, которое действует только по инстинкту самосохранения. История Торекула Айтматова и Касыма — это не просто история двух людей, это история о выборе, который каждый из нас может оказаться вынужден сделать в критической ситуации, история о том, что определяет этот выбор: страх или совесть, инстинкт самосохранения или верность принципам, желание выжить любой ценой или готовность заплатить высшую цену за сохранение человеческого достоинства. Эта история показывает, что нет легких ответов на сложные вопросы, что жизнь не делится на правильное и неправильное так четко, как нам хотелось бы,
что иногда люди оказываются в ситуациях, где любой выбор ведет к трагедии, и что единственное, что мы можем сделать, это помнить об этих трагедиях, учиться на них, стараться создать мир, в котором люди не будут вынуждены делать такой выбор, в котором система не будет превращать людей в палачей, в котором дружба и верность будут цениться выше, чем выживание любой ценой. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Торикула Айтматова до сих пор помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.